Иншаллах, сегодня постараемся говорить или рассказать о добрососедстве. Тема сегодняшней хутбы будет, иншаллах, как мусульманин должен вести себя с соседами. Выбор этой темы, хотя, быть может, многие помнят, недавно даже было про соседа, но, субханаллах, сколько мы не говорили, мы всегда любим говорить что-то новое, что-то сверхъестественное, что-то такое затрагивающее. Но, субханаллах, говорить нету проблем, говорить много чего, и хорошее, и новое, но нельзя или нету смысла говорить что-то, потом переходить на другое, если мы не будем делать то, что мы должны, или что мы слышим, или что мы знаем. Вот сегодняшняя наша проблема мусульман в общем, да, поток информации у нас больше, чем надо, если так сказать. Но, субханаллах, делать, следовать за этими знаниями, воплотить это мы забываем часто. Причина выбора этой темы была, что несколько дней назад к нам пришел наш этот управляющий этим земельным участком, да, хозяин или его управляющий, и говорит, что он был там, его управе пригласили, и жалобы, вот, показали жалобы, которые от нас идут. Конечно, 30 дней Рамадан, ясно, что этих жалобы всегда были, есть и будут. Несмотря, это не должно было быть, но когда они уже стали в количестве умножаться, и, конечно, вопрос стоял, останемся мы здесь или не останемся. Если останемся, но не так, как мы сейчас ведем себя вот с этим нашим поведением. Из-за этого каждый из нас, не только ради этой, скажем, мечети, ради ислама, мы через нас, эти соседи, конечно, первые у нас соседи, потом идут и следующие, и третьи вот категории людей. Через нас они видят ислам. Через нас они видят ислам. Ты представляешь ислам. Особенно, если у тебя длинная борода и длинные волосы. Субханаллах. И если бы без бороды надо было показать ислам, и с бородой, вот здесь ислам, вот здесь мусульманин. До этого или после этого, не помню, пришла одна сестра, жена нашего близкого брата, тоже жаловалась. Субханаллах, вот эти с хиджабом наши сестры, у них взгляд такой острый, что боишься иногда, вот что у них с нервами, или, то есть, субханаллах, посмотрите, жалобы, то есть не только не мусульмане, даже мусульмане жалуются. Это почему? Почему это? То есть, если каждый из нас думает, как ученый говорит, что у него есть акида, правильная акида, это вероубеждение, то эти же ученые говорят, не будет, не прав, не будет и не прав тот, который говорит, что у меня акида правильная. Акида это вероубеждение, вера это внутри человека. Если у него поведение неправильное, как это понять? Я внутри чист, я внутри добр, я внутри мягкий, я внутри люблю Аллаха и Слово Аллаха. В то время этот же Аллах, который ты сейчас говоришь, что любишь, приказывает тебе и внешне быть таким. Это как это понимает человек? У меня акида хорошая, я бид'а не признаю. Ну хорошо, тогда покажи. Из-за этого вот эти две вещи, которые мы разделили. Некоторые побежали за акидой, они упаковали вопросы акида больше, чем любой из нас, но поведение у них шайтанское. Какая это акида? Таким был акидат Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям или акидат сахаба. И сейчас мы потихоньку познаем. И мы, как я сказал недавно, то есть не прошло много времени, как мы говорили о соседях, о добрососедстве, и специально еще раз говорю, да, хотелось бы что-то новое, что-то полезное, что-то красивое, но, субханаллах, если мы не будем, конечно, я не говорю 100%, хотя 50, хотя 70, поправить себя, то вот брать эти знания, брать этот ильм, чтобы этот судный день был худжатан алейна,
чтобы этот Коран, как в достоверном хадисе говорится, или худжатун лака, это будет с тобой стоять, то Аллах, этот человек знал некоторые аяты, или все аяты, и делал то, что знал, будет стоять, прости его, заведи его в рай. То есть этот Коран станет или с нами, или против нас. Нету третьего. Третьего нету. Или с нами вот эти хадисы, эти аяты, которые мы каждый раз слышим, читаем. Альхамдулилля, сейчас уже доступно все. Все, что до нас доходит. Или мы будем это брать, исследовать за ним, и это станет худжатан лана. То есть он станет с нами. Он станет защитником наш, адвокатом наш в судный день. Или против нас. Третьего нету. Третьего нету. Это во-первых. Во-вторых, задаем или должны задать себе вопрос. В чем проблема? Почему мусульман ненавидят, не любят? И каждый должен. Есть безбожники. Почему с ними не враждуют? Есть там, я не знаю, поклоняются кому-то, чему-то, корове, скотам, животным. Почему с ними не враждуют? То есть одно из двух. Да, мы не сходимся с верой, скажем, они с другой верой. То есть не иноверцы. Но это не заключается, что они какой-то не мусульманин ненавидит мусульмана. Не связано, что из-за религии и все. Из-за нашей поведения. Как я себя показываю, так и я могу быть, и каждый из нас это может сам посмотреть. Как он является соседом, с другом, братом, я не знаю, товарищем, другом по работе. Из-за этого поведения, еще раз говорю, акида, Коран, альхамдулилля, мы бида не делаем, мы салафитской акиды придерживаемся, это хорошие слова. Салафитским акидам надо придерживаться, салафитским поведению надо придерживаться. А то мы будем, что мы принимаем часть ислама, часть имана, оставляем часть, другую часть, которая нам не ладится, нам не хочется. В то время, субханаллах, послушайте на этот хадис. Ахсанукум, то есть аквакум имана. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда описывает самую высшую категорию имана, иман это вера, вероубеждение, которое мы только что сказали, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подчеркивает, самой высшей категории иман это тот, который был ахсанукум ахлака, который был самым великим нравом. Самые великие люди в имане, то есть, знаете, очень просто и ясно, тот, который у него иман, высший иман, знаете, это можно его увидеть, иман, несмотря на это внутри, имана не можно увидеть, но след имана, плоды имана, признаки имана, это ахсанукум ахлака, слова пророка Мухаммада, слова Аллаха, которые Аллах передал через Мухаммада, хадис достоверный, и мы все, кстати, это знаем. Это хадис здесь повторялся, может, 100 раз. Из-за этого нету, у меня иман на месте, я хороший, то есть мы каждый думаем, что у нас все нормально. Валлахи, биллахи, таллахи, ненормально. Если сосед о тебе жалуется, Ибн Мас'уд говорит, подходит пророк и говорит, как мне, каифали, как мне узнать, хороший я или плохой? Ибн Мас'уд, посмотрите, он как хочет узнать про себя. Он спрашивает пророка, пророк, расскажи мне, вот как мне узнать, через кого, через чего? Потому что каждому нравится, нам нравится, мы любим себя, нам хочется, чтобы мы были лучше, и нам кажется, что мы лучше. Ибн Мас'уд спрашивает у пророка спрашивает, как мне узнать, хорош я или плохой? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, если твои соседи говорят, что ты хороший, ты хороший. Если твои соседи говорят, что ты плохой. Аллаху Акбар. И здесь не имеется в виду соседи мусульмане. Здесь не имеется в виду соседи мусульмане, субханаллах. Мусульмане так и так должны говорить о тебе хорошо. Здесь даже больше не мусульмане. Как ты с ним? Какой ты с ним, субханаллах. Из-за этого сегодня, иншаллах, постараемся говорить, рассказать о добрососедстве. Конечно, это не ограничивается соседом, еще раз говорю, это маленький пример, который можно умножить. Как быть с другом, товарищем по работе, с руководителем, я не знаю, в автобусе, на рынке. То есть вы умные люди должны умножить, только с соседом хорошо, а с другом плохо. Нет у нас такого.
Потому что, еще раз говорю, это иман толкает тебя быть хорошим. Иман твой. Нет у нас доброе качество, с соседом доброе, а с другим соседом или с другом плохое нету. Из-за этого, если мы хотим, и все мы говорим, что хотим, чтобы Аллах Субхану Ва Тааля изменил наше положение. Почему мы всегда под каблуком? Почему мы всегда победа? Где? Аллах, ты же там есть? Мы же тебе в дуа очень длинно читаем, о Аллах, и плачем. Но, субханаллах, выходим отсюда. Вот отсюда выходим кучками. Вот наши соседи здесь жалуются. Их можно понять. Их можно. Они не знают о Рамадане. И они не знают о священном этих ночи Рамадана. Или до утра здесь какая-то суета. Вот представьте, научитесь смотреть через них на себя. И какие-то с бородами, с волосами, 2 часа, 3 часа выходят, стоят, заходят, смеются, орут. Субханаллах. И потом, если кто-нибудь из них, пожалуйста, мы готовы его съесть, потому что он не мусульманин, хочет. Субханаллах. Каждый из нас пусть посмотрит, если к нему, его домой, там, его стране, скажем, его вот городе, его селе, приходит кто-то из немусульман, да, христианин, приходит и начнет ему каждое утро колоколом его будить. Это нетрудно представить. Что бы мы сделали? Ответ ясен, да? Сколько бы мы терпели? Из-за этого еще раз говорю, ислам, мы показываем ислам. Каждый из нас перед Аллахом ответит. Каждый из нас перед Аллахом ответит за свое поведение. Даже если бы были бы среди мусульман, это была бы ответственность большая. А как, если через тебя видят ислам? Через тебя, вот ты, дверь к исламу. Как ты поведешь? Особенно сегодня вот так называемые немусульмане, у них нету ничего. Они желают найти выход из этой ни семья, ни жена, ни муж. Только один этот собачонок, этот собака, который они у них. И все. У них нету душевного, ничего нету. И сегодня у нас есть возможность показать, что такое ислам. А не показать, какой вот наш вид. И этот внешний наш вид, субханаллах, братья, поймите, своими ушами от шейха Абдул-Кадир Арнауда слышал. Насчет бороды хочу сказать. Человек, если закрывает, то есть у него борода, закрывающая кожу, да, черного, чернота, вот закрытая, вот, щетина вот так. Тот, который оставил эту бороду, он уже по сунне, то есть он не сделал харам, он не натворил не сунна, а не делал харам. То есть не дошел, укоротил до тех пор, пока у него лицо, скажем, эта кожа закрытая, да, черная, да, лицо, так скажем. Вот он не сделал харам, да, отпустить это сунна. Но если из этой сунны ты делаешь харам, то есть из этой сунны происходит какое-то харамное или какое-то отвращение, а это есть или нету, все мы лучше нас знаем, чем другие, да. Из-за этого привести в порядок, клянусь Аллахом, даже час-полтора часа назад даже, пришел человек, плачет, один наш прихожанин здесь, один из моих лучших учеников. Один вот сюда приходит на наши уроки, приходит сюда наш брат, очень такой, даже никто не скажет, не хочу его назвать, потому что это нельзя. Плачет отец, один единственный сын, я его потеряю, он сбрил голову, опустил бороду, устроил эту работу, он не хочет работать, он не хочет учиться. Что вы в этой мечети с ним делаете? Клянусь Аллахом 1,5 часа назад. Отец плачет, он не хочет, чтобы... Я вижу, он говорит, прости, я не могу уже держать. Один единственный сын. И что мы здесь учим? Валлахи, я учу привести порядок. Но, конечно, этот маленький 20-летний парень, сейчас он не в Джум'а, звонили ему, чтобы его пригласить, а он где-то с братьями уже 3-й день, уже как домой не приезжает. Но наш братик с бородой, еще сбрил еще голову, я не знаю, кому что он хочет показать. Что это? Как это? Как у нас говорят, одна овца портит стадо. А как если там целое стадо? То есть мы должны понять нашу религию правильно и показать эту религию правильно. И, конечно же, как всегда говорю, вся беда, или первая беда, или источник бед, это первое незнание, если так мягко сказать. Несмотря, к сожалению, видишь, и знают, и делать наоборот, это я не знаю, как назвать. Это я не знаю. И один пример привожу.
о том, что знают и делают наоборот, вот эти наша парковка. Одна из этих жалоб, машин ставить негде. Братья, или мы уйдем отсюда из-за какой-то машины, и этот хозяин этой машины или две, я не знаю сколько, берет на себя весь грех. И точно так же, если он поставит машину правильно, и мы останемся, он берет всю награду. То есть мне уже стало, как говорится, гнусно говорить каждую про парковку. Валлахи позор. Валлахи позор нам. Парковаться не умеем. Не все, но есть категории, которые не умеют. Людей специально вот одежду купили, чтобы поставить людей, как этих, полицию, вот, чтобы они не заезжали сюда. Скорая, может, даже длинный большой дом, который, может быть, всякое надо, дорогу если перекрыть. Из-за этого просьба, или приказ, или требование, или ради Аллаха, ради мечети, я не знаю что. Поставьте машины чем дальше. Чем дальше, что вас ждет? Слушайте, это пророк, альхамдулиллах, отвечает. Тот, который искупался утром, хадис достоверный, рано пришел и не сел. Есть слово в хадисе «и не сел». На вид транспорта, да, средство передвижения. И не сел, подчеркивается, пешком. Каждый шаг, проделанный в джума, вот имеется в виду на пятничную молитву, 1 год, каждый шаг, первый шаг, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг, каждый шаг проделан 1 год поклонения пишется. Больше ничего, ни знак не надо поставить нам, ни полицейского нам не надо. Один хадис, если мы му'мины, верим в слово пророка. И сейчас мы посмотрим следующий джума, последующий джума посмотрим, мы верим в пророка, мы хотим каждый шаг год поклонений. То есть, если у тебя дом рядом, крутись вокруг мечети и заходи, у тебя каждый шаг. И у нас еще этот управляющий сказал, что есть еще путь с той стороны, с набережной. Еще у нас эти ворота тоже откроются, договоримся с охраной, чтобы кучками не приходили, кучками не уходили. То есть потихоньку, поймите, у нас проблема. У нас проблема. Решим в наших руках. Не решим, мы будем потери, да. Из-за этого, еще раз говорю, если мы искренне желаем, чтобы у нас что-то изменилось, мы должны изменить себя. Это Аллах Субхану ва Тааля говорит. Аллах Субхану ва Тааля четко изложил: «Инна Аллаха», поистине Аллах, «ла югайиру», не изменит ваше положение. То есть дарул аркам не изменит ваше положение. Не будет вам ни места, ни денег, ни мечети, ни комфорта. То есть каждый это ему, каждый мы должны это понять. Ла югайиру ма бихум, то, что в народе, то, что в людях, в рабах, хатта югайиру, до тех пор, пока они не изменят себя. То есть, если мы изменимся, если мы поменяемся, если мы поправимся, Аллах гарантирует, что изменит наше положение. Если нет, то нет. Виноваты мы. Но мы не любим признавать это. Мы хотим, надо, они неверные. Они пьяные алкаши, из-за этого нас не любят. Они пьяные алкаши, я лучше знаю. А мы трезвые. Пьяный делает то, что у него есть, а мы делаем то, что у нас. Его обычное явление, что он это будет ненавидеть. А ты делаешь что-нибудь, чтобы этого не было. Не его проблему решай, свою проблему решай. А мы хитрые, мы на него. Потому что глаза у нас вот так смотрят на людей, не смотрим на себя. Мы не любим смотреть на себя. Это первое, да. И это место, которое Аллах нам дал. Это дар Аллаха. Аллах, дар Аллаха, что сегодня у нас есть это место. И еще раз, вы лучше знаете, Аллах завтра если не будет, кто посмеет сказать, да, там митинг сделаем, кричать, будем писать, будем дальше что? Что дальше? Кто скажет, нет, я гарантирую. Кто гарантирует? Что гарантирует? Аллах не гарантирует, что он домой дойдет. Из-за этого Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Ла ин шакартум», если будете благодарными, «ла азиданнакум», непременно добавлю. То есть, если не будете благодарны, непременно заберу. Не будет. Виноваты будем мы. Давайте признаем свою вину. Это первый этап. Потом постараемся поменяться, потом изменить, потом что-то поправить. А то, когда мы довольны самим собой, что у нас все нормально, намаз прочитали и до свидания. Нет, мы потеряем.
И за это благодарность, конечно же, в Коране, который говорит, если вы будете благодарны, здесь не имеется в виду, альхамдулилля, 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 100 тысяч раз, альхамдулилля, я говорю каждый день. 100 тысяч раз не говори, 100 тысяч раз делай, или 1 тысяч раз делай, или 2 раза делай то, что ты говоришь. О Аллах, хвала тебе. Ну, Аллах, воздай хвалу не только с языком, не только с языком, с делами. У нас язык и все. Не хотим трудиться. А насчет этих соседей, да, у нас в шариате, немножко о соседях, да, у нас в шариате хадис, если посмотреть, о добрососедстве, о отношениях, еще раз говорю, здесь хотя сказано сосед, здесь, как ученые говорят, это дуния, все соседи в дуния. То есть ты живешь, рядом у тебя сосед. Вот этот район, рядом другой район. Этот город рядом другой район. Эта страна рядом другая. То есть если так посмотреть, посмотрите на глубокие слова. Пророк не сказал слово сосед. В то время имеется в виду здесь все. Посмотрите, ученые, как поняли слово сосед в мире. То есть мир мы должны жить дружно. Потому что недружно живут только в лесу, только животные. У них нет дружбы. Никогда не увидишь там волк с козлом, никогда не дружат. Потому что у них нет разума. Нет, они не знают ради чего. Ради чего? У них нет разума. А человеку дан разум. Из-за этого, когда мы говорим сосед, это не значит, вот первый, второй сосед, дальше пошли они, не мои соседи. Весь мир у нас, если так посмотреть, если на шариат мы должны посмотреть очень глубоко, максимально глубоко. Из-за этого соседями являются все. Мы все соседи друг друга, да. И первый хадис, который вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всем известный хадис, и здесь это было сказано, «Мазала Джибрилу». Все еще Джабраиль настаивал, приходил, давал мне наставления, приказывал. Все еще, лишь повторял этот Джабраиль, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Джабраиль повторял, делал мне эти наставления еще раз, так много, что я подумал, Назалу Джибрилю Юсину Бильжар, будь добр соседом, будь хорош соседом. Это Мухаммаду, Мухаммад, который никогда плохого. У него был иудей, сосед, который каждый день что-то ложил на его дорогу. И 2-3 дня не было мусора на дороге. Тот понял, что-то случилось, и пошел поведать. Тот удивился, тот сказал, а ты откуда знал, что я заболел? Я говорю, 3 дня уже, посмотри, как нету мусора на дороге. И он посмотрел и говорит, а это твоя религия тебя так приказывает? Вот делать добро тем, которые делают зло. Да, даже и больше, он говорит. Тогда он ашхаду ла иляха илляллах. Один момент, один поступок. И, конечно, это понимать очень легко. Вот представьте, если бы мы были 100-ю часть этого хадиса. Мы не говорим, что нам, который ложит мусор, мы пошли поведать. Мы это не сделаем, мы не можем это. У нас свой я больше, чем это, да. Но, когда встречаешь улыбка, вот раздвинуть эти, да, субханаллах, потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, табассуму, то есть улыбка тебе садака. Хотя у тебя настроения нету, хотя у тебя проблем много, но дай это, делай для себя же это садака. Это во-первых. Во-вторых, покажи, что религия это радость, это приятно. А если наоборот, вот так показать глаза, да, хочешь стрельнуть его, убить его с глазами, ты берешь на себя время этого греха. Как ты показываешь вот эту нашу религию? Это первое. Мазал Джибрилю Юсину Бильжар. Все еще приходил Джабраиль и сделал мне эти наставления. Хатта зананту. Даже мне пришло в голову, я думал, мне казалось, говорит, одна усаюализуни, то есть он будет моим наследником. Вы знаете, наследник, то есть его сын, его дочь или его брат. То есть уже дошло дело, что этот сосед стал одним из членов моей семьи. Это первый хадис. У нас, если, как мы сказали, если раскинуть эти хадисы, то мы видим, что шариат требует от нас, чтобы мы вели, слушайте внимательно, вели хорошо с соседями. Еще мы не затронули вопрос плохое поведение. То есть человек может быть хорошим, человек может быть обычным, не хороший, не плохой, и человек может быть плохой. Шариат требует первое. Шариат, то
То есть нету вопроса о плохом соседе или плохом поведении, вообще не говорится. Шариат требует. Но если ты не можешь быть хорошим, если ты не можешь быть хорошим, то не будь плохим. Конечно, у нас это есть. Не будь плохим. Валлахи, говорит пророк один день. Валлахи. И 3 раза клялся пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ла юкми, не является верующим. Не является верующим. И сахаба сказали, а кто? А кто это такой, который не является верующим? Ман ла яман жару бавайка. Тот, который его сосед не в безопасности от него, не в благополучии от него. Не в благополучии, то есть боится тебя боится, трясется. Конечно, мы любим, чтобы нас боялись, да. Показать величие ислама, они говорят, я показываю. Сел в автобус, раскрыл лаптоп и не дал старушке сесть. И когда у него спросил, как хотел показать величие ислама в автобусе, да. Мискин, бедняжку, старушку не дал место. Есть у нас сегодня такие, есть. И еще страшнее, не хочу говорить, потому что это, наоборот, как говорится, усугубляет или теряем вот даже надежду. Из-за этого еще раз говорю, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, пришли и сказали, есть женщина. Хадисов, знаете, о соседах больше, иншаллах, не будем затягивать, но иншаллах, если после аса тоже, если кому-то будет интересно, этих хадисов очень много, я собрал, но, по-моему, и половины не успею. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорят, есть некая женщина, хорошая женщина, мусульманка, и днем, и ночью поклоняется Аллаху субхану тааля. И днем, и ночью поклоняется. О, субханаллах, Пророк сказал, что? Но эта женщина приносит боль со своим языком своим соседям. Субханаллах. Пророк сказал, она в аду. Она в аду. Есть? Нету. А почему еще? Потому что человек, который читает намаз, падает ниц, сужуд и просит, о Аллах, прости, я буду послушным, о Аллах, я буду хорошим. Поднимает голову, уходит и проявляет, или делает боль, страдание, дискомфорт соседу, другу, брату. Какой этот сужуд? Какой этот сужуд? Что за смысл этого дуа? Аллах, который только что попросил у него прощения, ты вышел, и этот же Аллах видит же тебя. И потом ты делаешь все, что Аллах ненавидит. Она в аду. Нету общих разъяснений, зачем, как, почему. Про другую, когда спросили, но у нее на языке все нормально. Она в раю. Хадис достоверный. И этот, и тот. Еще раз говорю, хадисы про добрососедство, их больше, чем мы думаем. Манкана ю'мину биллахи вал яумил ахир. Тот, который, посмотри условия, тот, который уверовал в единого Аллаха и в судный день. В Аллаха и в судный день. То есть мы верим в Аллаха. И в судный день. Почему судный день здесь подчеркнуто? Потому что судный день начнется счет. Там будет спрос. Тот, который уверовал в Аллаха и в судный день, что он станет перед Аллахом и даст полный отчет. Фаля ю'зи, пусть он не наносит вреда, боли, мук, страданий, расстройства, помех, что угодно соседам. Любой сосед, еще раз говорю, всех этих хадисов, если он мусульманин, то это двойной грех. Если он еще родственник, это тройной грех. А если он не мусульманин и не родной сосед, любой религии, огнепоклонник, безбожник, он сосед. Из-за этого вот это соседство мы не должны забыть, что хак, право его, право соседа. Лианьязния, говорит пророк, прелюбодеяние 10 раз с другими женщинами, да, чужими, не соседкой, айсару индаллах, намного легче перед Аллахом, чем он делает это прелюбодеяние с женой своего соседа. 10 раз зина легче перед Аллахом. Это не значит, что 10 раз можно. Здесь не делали, а там мне разрешили. Там никто, наоборот, как всегда, не понял, да. Перед Аллахом Аллах простит 10 этих, которые не простит этого, который вот своим. Потому что сосед, когда уходит, он оставляет свою семью. И первый хадис, который мы и сказали, что пророк, это Джабраиль все еще о соседе. Смотри за соседом. Нуждаются ли соседи? Надо что-нибудь.
И любой из вас скажет, а если сосед плохой, это и есть добрососедство. Хасан аль-Басри говорит, лейса ман кафа, то есть тот, который оставил свое дурное поведение, он не значит, что он был добрым соседом. А ихтималюль ада, держаться, терпеть недоброго соседа, это и есть быть хорошим соседом. А если он хороший, и ты хороший один-один, ты ничем не отличился. Ты ничем не отличился. Он делает хорошее, ты делаешь, это не добрососедство. Добрососедство, когда он не делает, ты делаешь. Посмотрите в другом хадисе. Инна Аллаха, поистине Аллах, любит того человека, у которого есть плохой, злой сосед, и он терпит его. Пока их не разлучит или смерть, или переселение. Хадис достоверный. Еще раз говорю, и как мы начали, вся проблема наша, это первое незнание. Как мы сказали, если мягко сказать, если мягко судить. И, к сожалению, иногда делаем эти неправильные вещи со знанием, это уже, я не знаю, как объяснить. Такого даже не хочу думать, что такое есть и будет. Потому что мы в этом дуня недолго живем. Мы в Москве или среди мусульман тоже недолго живем. Не вечно же мы. Вот этот момент, 10 лет, 5 лет, 3 года, я не знаю. Покажите, и еще раз говорю, покажите ислам, не только себя. Ты показываешь ислам. И внешне глаза видят, да, мы много говорим, но показывать мало показываем. А люди берут то, что видят, больше, чем то, что слышат. Потому что слышать все могут говорить, а делать не могут. Из-за этого первое и последнее, это первое, знать какое. И, иншаллах, после аса еще дополнит эти хадисы, очень интересные, очень большие, очень такие побуждающие, чтобы человек был, если он боится Аллаха, и хочет то, что Аллах уготовил своим рабам праведным, то пусть боится Аллаха и делает то, что Аллах приказывает. Эти приказы в Коране четко Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва'буду Аллаха, ва ла тушрику бихи шай'a». Тоже ассоциация, 36 аят сурат Ниса. Поклоняйтесь одному Аллаху и не предавайте помимо него сотоварища. «Вабил валидайни ихсана», и делайте добро родителям. «Вабил валидайни ихсана, вабил дил курба, валь ятама», и сиротам, и родственникам. «Важари дил курба», и соседям. «Важари джунуб», то есть соседу, если у тебя есть родственные отношения, и соседу, если у тебя нет никаких отношений. Имеется в виду соседу обычно. То есть, и, если вы заметили, ая начинается с единобожия. И если у тебя есть единобожие, то есть ва'будуллах, поклоняйтесь. И это поклонение туда входит: «Вабил валидайни ихсана», делайте добро родителям, потом этим родственникам, потом сиротам, потом соседям. Все это называется поклонение. И субханаллах заканчивается эта ая: «Инна Аллах ла юхиббу», поясни, Аллах не любит манкана мухтаном фахура, гордецов. То есть, посмотрите, поклоняйтесь Аллаху. И идут, что мы должны делать, потом как и тот, кто не делает это, он возгордился, гордый и бахвалов. То есть, те, которые только видят себя. Из-за этого, еще раз говорю, мы должны поклоняться Аллаху. Единобожие — это, еще раз говорю, не только то, что в голове или в сердце. Это то, что мы показываем на внешнего, на деле, вокруг себя, соседями, братьями, друзьями, везде, в мечети, как и мечети, так и на работе. Нельзя, если у тебя работа в 8 начинается, в 8:30 нельзя. Это амана. Соседство амана, работа амана, это доверенное, это то, что Аллах приказал тебе, и тот, который отдал аману, выполнил свою аману, Аллах вознаградит. И это все должно делать ради Аллаха. На этом, иншаллах, завершим сегодня. Аллаха просим, чтобы, во-первых, научил нас правильным знаниям и дал нам следовать за этим знанием и вести
как и с акидой, чтобы у нас было правильно все, и с поведением. Акулу коли хаза вастагфируллах ли ва лакум фастагфиру. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ва ба'д. У Абдулла ибн Мубарака был дом. У Абдулла ибн Мубарака был сосед. Он живет, и рядом живет сосед, иудей. Продает дом. 200 тысяч платит. Люди сказали, этот дом 100 тысяч только стоит. Иудей говорит, дом, да, стоит 100 тысяч. Сосед мой стоит 100 тысяч. Услышал это Абдулла ибн Мубарак, пошел и отдал ему 200 тысяч. И сказал, живи. И арабы с этого взяли пример. Бикадри джар якун таману дар. Насколько твой сосед, настолько и цена твоего дома. Даже очень много интересных пословиц, этих хадисов, этих правильных примеров брали. То есть у Абу Асвад Дуали спросили, был у него злой сосед, продал он дом, и сказали, что ты продал дом? Нет, сказал, не дом продал, а соседа продал. То есть он забыл про дом соседа, главное, от него отошел. И как мы сказали, у пророка был этот сосед иудей, как он терпел. И в завершении один тоже очень такой красивый хадис с большим значением, если задумываемся. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна Аллаха кассама аль-ахлак». Слушайте эти слова пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах субхану ва та'аля разделил этот нрав, да, разделил эти нравы, распределил среди рабов, кама кассама аль-арзак, как Аллах распределил это богатство. Аллах субхану ва та'аля распределил это, конечно, имеется в виду благой нрав, как Аллах субхану ва та'аля распределил эти богатства, то есть золото, серебро, дунья. وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا. Аллах субхану ва та'аля дает это дунья лиман ахаб ва лиман ла юхиб. Аллах открывает это дунья тому, кто он любит, или даже тому, кого он не любит. Очень интересно слова. Дунья Аллах дает тому, кого он любит, и тому, кого он не любит. Потому что нету у нас мерила, дунья дал, о, полюбили меня. Не дал, о, ненавидит. Нету у нас такого. Аллах дает дунья тому, кому любит и кому не любит. Нету здесь. Давать дунья ничего не значит. Валя юрти, но не дает. Некоторые ревают версии аль-иман, вера. Некоторые ревают один, религии. Некоторые ревают аль-нрав, который мы сейчас начали. Не дает, кроме вот этих категорий людей, кого любит. Ваман уртия, и кому это дано, факад ахабба. Аллах его полюбил. То есть Аллах дает тому, кого любит этот нрав, эту религию, эту веру. Это понятие в этой веры, да. Потом следование за этой понятием. Валлади нафси бияди, клянусь, говорит пророк Мухаммад, ла юслиму абдун хатта юслима ядаху или санам. И не станет мусульманином ни один раб, если его рука от его руки, от его языка не будет в безопасности другие люди. Валя ю'мину, и не уверует ни один раб, хатта ятмана жару, пока его сосед не будет в безопасности, благополучии от него, да. От его руки, языка, то есть от него. Хадис достоверный. Еще раз говорю, это один хадис хватит. Это один хадис хватит посмотреть на себя. Являюсь ли я, любит ли меня Аллах? Есть ли у меня этот нрав? Конечно, нрав или Аллах дает, мы в других хутбах это говорим, или человек может заработать. Потому что Аллах дает. Дает тому, кто просит, старается, стремится. Не дает тому, кто не хочет. Говорит, что хочет, но ничего не делает. Из-за этого Аллаха просим
чтобы Аллах поправил, совершенствовал, заменил наш дурной нрав на красивый нрав, чтобы нам дал Аллах правильные знания и простил нам нашим родителям грехи. И у нас попросили дуа, там сестра или ребенок, говорит, Сания, больная, у нее какую-то операцию ей надо делать, и чтобы все делали, каждый сужуди там после намаза дуа, и ей, и всем нашим близким, и чтобы Аллах дал нам дуния хасана, благое, и в ахира хасана, хасана вакина азаб, чтобы Аллах вознаградил нам рай в судный день. Алхамдулиллахи Раббил Аламин.